29 мая 1992 года – одна из судьбоносных дат в истории независимого юго-осетинского государства. В этот день под массированными обстрелами грузинских силовиков вершилась история осетинского народа. Единым решением парламентариями первого созыва был принят акт о государственной независимости Республики Южная Осетия. Оглядываясь назад, мы понимаем, что все те, можно сказать, роковые решения были абсолютно обоснованными на пути сегодняшнего свободного государства. Тогда речь шла о выживании народа и сохранении нации. Я был членом секретариата Верховного Совета, я сидел на первом ряду, это хорошо помню, когда вот документ проголосовали. Кстати, со мной рядом сидел тогда назначенный премьер-министр Тезиев. Вот буквально 28-29 правительства утвердили. И я прекрасно помню, вот когда проголосовали, весь зал встал. И стоя аплодировали. Да. Вот вы говорите, где-то подписи. Да. А, кстати, часто некоторые выступления прерывались из-за налюкости. Тогда же микрофонов не было. Мы налюкости, не смотрели лавы выступающие. 2 дня же сессия проходила. Принятые решения были велением времени. Осетинский народ истребляли, и Зарская трагедия, когда были расстреляны десятки невинных и мирных жителей, стала подтверждением того, что грузинские национал-шовинисты не остановятся ни перед чем. Перед парламентариями первого созыва, перед всем народом вопрос стоял ребром. Это был настоящий геноцид. И пытки со стороны противника становились все чудовищнее. Они с каждым разом более изощренные пытки они применяли, и более страшные были войны. Вот с каждым разом это все с нарастающим было. И в 92 году, вот в мае, май был очень горячий, это 20 мая, Зарская трагедия, а потом уже дальше, и это было страшно, уже вошли в город, когда провозглашали, уже провозглашали независимость Южной Осетии 29 мая. Это был страшный обстрел города. Для народа Южной Осетии принятие акта о независимости стало спасением. Все решения принимались в присутствии народа, ничего не происходило за закрытыми дверями. И это была общая победа. Этот документ обозначил точку невозврата, хотя никто и не собирался назад. Константин Кочиев, он был одним из составителей акта и хорошо помнит тот холодный май 92-го. Для себя мы решили, в принципе, все уже в сентябре 90-го года, что никакого пути назад нет, что есть уже государство, Республика Южная Осетия. Кому-то нравится, нет, но народ уже решил для себя все это. И это спасло, собственно говоря, Южную Осетию. Если посмотреть на бывшие осетинские земли на территории теперешней Грузии, посмотрим вот на Херсегом, посмотрим на Кудыкум, там нет осетин. Посмотрим на Боржомское ущелье. Там много осетинских семей осталось на сегодня. По пальцам. Да. И это все ждало и Южную Осетию. Спустя 28 лет мы еще раз с уверенностью говорим о том, что Южная Осетия на пути к независимости принимала правильные решения. Марианна Чочиева, Аида Кочиева, Алим Батеева, Альдина Чехоева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня.